24. Рабочая группа из представителей надзорных органов Ингушетии проверяет санитарно-экологическое состояние районов и городов республики. Специальная комиссия инспектирует мусоросвалки, водоемы и прочие места, где могут быть нарушены нормы санитарии. Сегодня проверяющих сопровождала наша съемочная группа. Первый пункт в маршруте комиссии – горводоканал Магаса. Расположен он недалеко от Тыкажева, жители которого часто жалуются на зловоние от сточных вод, поступающих сюда на очистку. Не раз жители СПК обращаются с жалобами, что и зловонный запах, что идет сброс в реку, что дети купаются. Но насколько сейчас я владею информацией, нарушений ПДК здесь нету, очистные, как вы видите, работают. Единственное нарушение, по мнению директора горводоканала, это слишком близко расположенные к очистным частные дома. Ведь по закону между частным сектором и водоканалом должно быть выдержано приличное расстояние. Виной всему самозахват земель. Но это сейчас не главная проблема. Магасский горводоканал перерабатывает 1450 кубов сточных вод в сутки, что почти на пределе его технических возможностей. Достаточно ехать, что они для города. Ну, сколько построенных домов там стоят. Сколько домов еще построенных, которые должны ввести в эксплуатацию. Потом она уже выйдет за рамки наших очистных и пойдет напрямую. Поэтому немедленно надо построить новые очистные сооружения. Строительство новых очистных сооружений началось в этом дворе несколько лет назад, но из-за отсутствия финансирования было приостановлено. Сейчас директор водоканала пишет письма в различные инстанции в надежде, что очистные достроят до ввода в эксплуатацию новых домов в Магасе. Рабочая группа тем временем отправилась на окраину республиканской столицы. Там, где по генплану будут построены 22 и 23 микрорайоны Магаса, сейчас целое море строительного мусора. Мы видим, это с котлована грунт увозили 23 микрорайон. Хотя администрация было отведено место для вывоза грунта в южной части города, но, как мы видим, все равно вываливают. Как бороться с нерадивыми застройщиками, в администрации Магаса еще не придумали. А на вопрос, что делать с этими искусственными холмами, когда придет время застраивать микрорайон, Батыгов отшучивается. Мол, будут перекидывать грунт дальше, в подарок следующим застройщикам. А в Альтеево комиссия навестила несанкционированную свалку, за которую уже трижды накладывала штраф на местную администрацию. Да только ВОЗ, вернее мусор, и ныне там. Хотя на последнем совещании с главой Ингушетии председатель местной администрации заявлял, что свалки в этом месте больше нет. Неликвидированными на сегодняшний день остались 4 свалки. Это одна свалка в Альтийском административном округе и 3 свалки в сельском поселении Нестеровском. Альтеево, кто руководитель? Что нужно? Вот, красивый вопрос. Садись. Я убрал свалку еще в Куксе, когда это поручение пришло. Свалку месяц убрать. Убрал? Эта информация проверяется в месяц, в неделю минимум 2 раза по всем дорожкам. Хорошо. Сейчас выйдите, проверите. Убрал свалку? Хорошо. Свалку мы уберем. И еще вопрос. Идет совещание у главы, отчитывается председатель комитета. Да, я был. Показывает слайд. Да. Он говорит, убрали. Встает глава администрации, говорит, нет этой свалки. Я ложись. Эту стихийную несанкционированную свалку местные власти обещают убрать в течение ближайших 2 недель. Тем более, что до санкционированной отсюда рукой подать. А членам комиссии предстоит теперь подготовить отчет для главы республики по результатам своих рейдов. Зарема Ивлоева, Аслан Героев, Новости 24.